Проблемы жилищно-коммунального комплекса – одни из самых обсуждаемых и болезненных тем. Они всегда на слуху и в основном вызывают недовольство у населения. Особенно остро вопрос сферы ЖКХ стоит сейчас, в условиях сложной экономической ситуации. Поэтому на рассмотрение комиссии он был вынесен под номером 1. Обсуждение и спор вокруг согласования предельных индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в Сибае на 2016 год длились больше часа. В работе комиссии под председательством Тахира Муладжанова приняли участие обе стороны. С одной из них – организация, предоставляющая услуги населению по теплоснабжению в лице общества с ограниченной ответственностью Баш-РТС Стерлитамак, а с другой – члены комиссии, в состав которой вошли представители администрации, депутаты Совета городского округа. Директор Баш-РТС Стерлитамак Руслан Овчинников ознакомил присутствующих с проделанной работой по Сибаю в 2015 году. В 2015 году у Баш-РТС было выполнено работ по инвестиционной деятельности на сумму 41 миллион 717 тысяч рублей без НДС, в том числе с финансированием из прибыли предприятия на сумму 40 миллионов 975 тысяч рублей без НДС. Для обеспечения достаточности финансирования работ из объема собранных по тарифу средств в 2015 году требовалось увеличение действующего ранее тарифа на 37,9%. Однако, согласно постановлению Госкомитета по тарифам Республики Башкортостан, тариф в 2015 году был увеличен только на 14,3%, что привело к дефициту денежных средств по городу Сибай в размере 37 миллионов 152 тысячи рублей. По мнению представителей Баш-РТС, отсюда и возникает потребность в повышении тарифов на теплоснабжение выше предельных индексов, установленных Госкомитетом Республики. Согласно постановлению Госкомитета по тарифам Республики Башкортостан, тариф с 1.07.2016 года будет увеличен на 4%, что приведет к приросту денежных средств по инвестиционной деятельности по городу Сибай в размере 10,7 миллиона рублей. В результате итогов инвестиционной деятельности Баш-РТС в городе Сибай за 2015-2016 годы Баш-РТС понесет убыток в размере 26,4 миллиона рублей. Увеличение тарифа до 7,21 позволит снизить совокупный убыток за 2015-2016 годы до размера 20 миллионов 751 тысяча рублей. Предложение общества Баш-РТС о повышении тарифов на тепло на 7,2% вызвало резкую критику со стороны членов комиссии. По их мнению, такое повышение тарифов может привести к социальному взрыву. Мы просто хотим прозрачности ваших концепций и программу с максимальным учетом горожан города. Вот моя позиция. Я просто хотел, не знаком с цифрами, извиняюсь, может быть, даже волнуюсь, если хотите, потому что граждан всех беспокоят вот эти тарифы. Мы, рядовые граждане, вот сегодня тоже также из среды народной, депутаты, и каждый день буквально встречаемся. И поверьте мне, и вот коллеги могут подтвердить, 80% всех вопросов это тарифы. Тарифы, которые мы считаем, может быть, необоснованные. У общественной палаты складывается мнение, что у нас тарифы за тепловую энергию наиболее высокие, самые высокие в республике. И когда мы с людьми разговариваем, то они обоснованно говорят, что у нас в ТЭЦ тепловая энергия, она попутная, главная энергия электрическая, раз она попутная, должна быть наоборот дешевле, чем в других городах. О том, что в других городах республики ценовая политика по теплоснабжению совершенно иная и не в пользу сибайцев, свидетельствуют и официальные статистические данные. В Мелиузе 1548, это где нет Баш-РТС. В Давлеканово 1619, в Баймаке 1187 рублей 47 копеек за 1 калорию. Баймак, да. В Кумертау 1077 рублей 53 копейки. Это где нет РТС. А где есть РТС, кроме Салавата и Стерлитамака, 1774 рубля 31 копейка. Повышение тарифов тепла на 7,2% может негативно отразиться и на финансовом положении юридических лиц. Наши тарифы очень высокие по Сибаю, понимаете? У нас здесь 6 колледжей и университет, филиал. И мы все время, значит, изыскиваем средства, договариваемся. Я хочу поблагодарить коллег. Конечно, они входят в положение, но это гарантийные письма, это внебюджетные средства, другое, третье. То есть мы еле-еле выживаем. У теплоснабжающей организации Баш-РТС несколько причин для повышения тарифов на тепло. Это связано и с общей ценовой политикой, и с ростом курса доллара, и с индивидуальной особенностью Сибая. Тариф высокий, но это
общий принцип: оптом покупать всегда дешевле. То есть здесь жителей в городе Сибай меньше по сравнению с той же Уфой, по сравнению с тем же Стерлитамаком, а сетей протяженность достаточно. 66 километров тепловых сетей, которые нужно обслуживать. Большое количество у вас малоэтажных строений. То ли дело к 9-этажному дому идет эта труба, несет потери, на всех делится, то ли дело к 2-этажным. То есть протяженность большая, жителей мало, так скажем. То есть на каждого удельного жителя ложится больше на каждого потребителя. Резкой критике подверглась и работа, проводимая по опломбированию приборов теплового учета в многоэтажных домах. Над этим вопросом предстоит провести большую работу отдельно и детально. Общеизвестно, что Башар-ТЭС обслуживает 8 городов в регионе. И нигде из них срывов и аварийных ситуаций за время его обслуживания не зарегистрировано. Я за прозрачность. Я здесь с коллегами-депутатами полностью согласен. Но то, что, допустим, сегодня делает Башар-ТЭС или сделал здесь в Сибае, я со всей ответственностью могу сказать, более надежного в части тепла и горячего водоснабжения объекта в Башкирии просто нет. Вот надежного и качественного. К сожалению, у нас и даже в городе Уфе есть районы, где есть перебои с горячей водой, есть недогрев по части теплоснабжения. А если говорить про Баймак, про Мелеуз, про Тумазы, про Дюртюли и другие города, где отсутствует Башар-ТЭС, но качество, извините меня, все-таки ниже. Качество ниже. Поверьте мне, мы ситуацию мониторим, у нас есть информация, что это так, к сожалению. Поэтому за качество, наверное, надо платить. После длительных переговоров было принято решение о рассмотрении вопроса о согласовании предельных индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в Сибае на 2016 год отложить на 24 февраля в связи с имеющимися на то объективными причинами. Всего же в ходе заседания комиссии были рассмотрены 12 вопросов об арендной плате за землю, о прогнозном плане приватизации муниципального имущества, размере стоимости нового строительства по городскому округу и другие. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.